слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио, в студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Майя. Здравия тебе, Майя. Здравия, Алексей, и здравия всем. Ты проживаешь в Словакии, и то, что рассказывал, творится в европейской части нашего мира, это, конечно, нечто удивительное. На мой взгляд, это все нам готовят здесь, в России тоже. И исходя из того, что происходит в Европе, хотелось бы услышать от тебя что-то в виде обращения к тем людям, которые живут в России. Вот что нам необходимо сейчас сделать для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему не только в самой России, но и во всем мире? Нам надо искать всем вместе, потому что это вот вопрос такой, какой ты задал, это не для одного человека сделать, это для нас всех, во-первых. Столько раз было сказано, что надо проснуться и начать жить по-другому. Пора пришла что-то делать. Вот так бы сказала. Пусть мы все славяне. Когда-то были один народ. Сегодня уже нет. Можем так чувствовать себя. Потому что русская душа присутствует везде. И в нас самих. И буду для себя говорить за себя. Так, что когда мы узнали, что происходит в России, честно сказать, были разочарованы. Потому что мы как бы надеялись и думали, что в России такое невозможно, как бы. Это наивно думать вот таким образом. Может быть, вот или ваш президент, или просто то, что и у нас сообщается в новостях, то, что мы читаем, выглядит как бы в России это не было так, как оно, наверное, сейчас есть. И поэтому вот стало так грустно, если такая страна большая, как Россия, вот допустит, люди здесь допустят, Россия допустит, просто правительство, все люди, как возможно, что это здесь есть, да. Как сказала, это наивно думать таким образом, но все равно, честно, просто вот эмоции, как это пришло, так говорю. И нам придет бороться за свои права, за то, что есть. Как у нас в Словакии, так и в Чехии, так и в других странах, так и в России. То, что сказать, найти как бы каждый человек сам в себе нашел вот храбрость внутреннюю, чтобы люди были честные к сами себе, что они хотят, во-первых. Потому что это вопрос того, что мы хотим, наверное. Не то, что с нами будет то, что мы сделаем. Если сделаем каким-то образом, таким образом это и будет. Если хотим свободу, надо за свободу бороться. Если хотим, чтобы кто-то нами управлял, то он управлять нами будет, потому что мы это позволим. И есть у нас вот такая поэма. Я на словацком скажу. Hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, morho, a voľne byť, ako byť otrokom. И еще одно я процитирую одного человека. Kto si myslí, že mu druhý slobodu vybojujú, ten nie je hoden. И поэтому нам надо всем что-то начать делать. И не просто сидеть так. Потому что если мы не способны бороться за свою свободу, пусть будет так, как она будет. Благодарю тебя. Друзья, на самом деле, каждый из нас сейчас стоит перед выбором: быть человеком и жить по-человечески, либо умереть рабом. Те, кто устраивает все вот эти неприятности для нас, они не отступят.
Они взялись за нас всерьез и навсегда. Поэтому каждый сейчас должен определиться, на чьей он стороне. На стороне правды и свободы, либо на стороне кривды и смерти. Задумайтесь об этом. Маски давным-давно сброшены. Каждый человек сейчас проявляется так, как он есть. Сейчас начинается отбор здравомыслящих людей от нездравомыслящих, человеков от биороботов. Человек – это не раб. Человек – это тот, кто управляет своей жизнью и кто правит своей землей, своей страной, своим миром. Кто мыслит на годы вперед, кто понимает, что отвечать за свои поступки всегда придется. Помним об этом и делаем вместе общее дело, чтобы потом можно было своим детям и внукам сказать: я участвовал в том, чтобы вы были свободны, чтобы наша земля была чиста, чтобы мы жили все в счастье. И чтобы потом там, на высшем суде, вы не испытывали неприятностей. И чтобы было вам легко отчитываться за сделанное. На сим с вами прощаемся. Алексей Орлов, Майя. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добро.